Второй день гастрономической экспедиции в самом разгаре. После первого дня, а это знакомство с Ингушетией, ее традициями и обычаями, наступает второй, самый интересный. Сегодня гости будут стараться приготовить различные блюда из нашей национальной кухни. Импровизированный мастер-класс гостями знаменитого ресторана показывает Эсет Курскиева. Она-то точно знает, чтобы приготовить вкусный чапельк, быть шеф-поваром не нужно. Здесь умения и знания заложены на генетическом уровне. У каждой домохозяйки свой идеальный рецепт. Тесто должно быть такое эластичное, подаваться рукам. Вот я его сейчас помну и дам отдохнуть. Тесто должно отдохнуть где-то полчаса, меньше, не менее полчаса и не более 2 часов. И таких нюансов здесь немало. Ингушская кухня уникальна и неповторима. В ней характер и многовековой культурный код. В этом уверен каждый участник. Одной из главных их миссий на сегодня – создание специального видеоролика. Одна рука тут, вторая рука кладет. Ага. Исследовать, сохранить и погрузить в культуру – вот основная задача гастрономической экспедиции. Узнать глубину ее культурно-исторического контекста, а также сохранить и передать все тонкости национальной кухни для широкой аудитории. История с фундаментом, который мы для себя обнаружили, она будет иметь продолжение. Мы обязательно будем советоваться с нашими консультантами-этнографами, антропологами, историками, для того, чтобы немножко глубже понять эту тему, с новых каких-то ракурсов ее рассмотреть. И что самое важное для нас – рассказать про это, то есть распространить эту информацию и помочь как можно большему количеству людей познакомиться с культурой Ингушетии не просто через вкусовую палитру, через аутентичное блюдо, но дать им возможность приоткрыть двери в историю этой древнейшей цивилизации и обогатить себя какими-то новыми знаниями и впечатлениями. Аутентичную гастрономическую культуру погружает Танзила Чабиева, этнолог, кандидат исторических наук. Прежде всего, ингушская кухня, я ее называю чаще всего, для того, чтобы определить ее какие-то ключевые особенности, экстремальной кухни. Почему? Потому что ингушский гость – это совершенно неожиданный гость, он хуже татарина в этом смысле. Но при этом, при всем, любая хозяйка должна быть к неожиданному гостю ожиданно, в общем-то, готова, ожидаемо готова встретить его, принять, словно она дожидалась его очень долгое время. И кухня, соответственно, предполагает быструю готовку блюд основных, причем как речь идет о мясных блюдах, так когда речь идет и о мучных блюдах. И показать, что это, в принципе, делается очень быстро, при этом это сохраняет визуальное, то есть это очень аппетитно выглядит, это очень вкусно. Бренд-шеф ресторана Талих Гамидов был впечатлен первым днем экспедиции. Сегодня он не готовит, но помогает и запоминает каждую деталь. По его мнению, национальная еда – это первое касание с новой культурой. Я, конечно, от этого всего вдохновляюсь, поскольку я приехал, увидел это все со своими глазами. Все время, конечно, я по телевизору, по книгам прочитал, почитал, увидел. Очень хотелось переехать, увидеть, быть свидетелем, как они готовят в домашних условиях. Слава Богу, мне это все удалось. И я думаю, что мы в этом всем будем работать и новые блюда будем создавать. Вдохновился не то слово. Сейчас бренд-шеф может похвастаться приправой собственного приготовления. С ингушской кухней он знаком с 2017 года и с тех пор работал над тем, чтобы создать что-нибудь уникальное для национальной кухни. И так сложилось, что как раз начались сезоны черемши. У меня идея пришла, что почему бы от этого не делать. Я заказал себя, меня привезли, и я начал делать. Но у меня это очень удачно получился. На этот срок годности получается 18 месяцев, 1,5 года. Те, которые наши посетители, гости наши попробовали, очень похвалили. Меня самого тоже как бренд-шеф. Мне очень понравится и нравится. И в мясных блюдах можно использовать, и в супах тоже. Ну а если гость доволен, значит работа идет в правильном направлении. А значит дальше только больше и вкуснее. Хава Гагиева, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.